Республика Коми досрочно выполнила задачу президента России по переводу социально значимых услуг в электронный вид. В 2024 году республика продолжит реализацию нацпроекта «Цифровая экономика России». На эти цели в бюджете заложено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Сумма увеличена в связи с возросшими потребностями в информационной безопасности и доступа к высокоскоростному интернету. В рамках федерального нацпроекта в регионе действуют 4 программы. В рейтинге цифровой трансформации Коми в числе лучших регионов. К примеру, зарегистрированных на портале госуслуг 98% жителей. Сегодня парламентарии рассмотрели приоритеты на следующий год в рамках обсуждения госпрограммы «Информационное сообщество». Татьяна Супряткина расскажет больше. Чуть более 2 миллиардов рублей и 4 направления цифровизации. В приоритете по-прежнему информационные технологии, деятельность МФЦ, внедрение системы «Безопасный город» и поддержка региональных СМИ. Мы основной упор будем делать обязательно в своем совещании на интернетизацию в Республике Коми. У нас еще есть поселки, где не дошел интернет и где плохая связь. К сожалению, у нас есть моменты, когда связь оптоволокно доходит до населенных пунктов, но доходит до школы или до почты, но дальше оно не попадает к населению. В этом году в рамках программы устранения цифрового неравенства сотовая связь и интернет появились в 13 отдаленных селах. Но в республике еще остаются населенные пункты, где нет точек доступа. А это значит, у жителей нет возможности пользоваться госуслугами, нет выхода на электронное правительство. Я согласен на то, что у нас идет развитие по цифровизации, но параллельно с цифровизацией должны идти и обучение грамотности населения, потому что вот с точки зрения предпринимателя могу сказать, что люди боятся в магазинах оплачивать по QR-коду. Когда им говоришь оплата по QR-коду, они чуть ли не открещиваются от этого, говорят не умеем, не знаем и даже не хотят обучаться. Вот, видимо, нужно вести какие-то обучающие мероприятия. Но, видимо, возможно, это еще и связано с боязнью попасться там на мошенников, на банковских служащих, которые вот эти звонилками, так сказать. На госуслугах в Коми зарегистрировано 98% жителей. По стране это рекордная цифра. Мы в первых десятках регионов, где внедрена эта система. Цифровизация идет большими шагами вперед, да, и особенно в таком приложении, как госуслуги, для молодежи сейчас это очень удобно, очень актуально. Почему? Потому что сервис объединяет в себе большое количество услуг, которые не только молодежь, да, а любой человек может получить, сидя из дома, за считанные буквально минуты, даже секунды. Если человека интересует там медицинское сопровождение, пожалуйста, это все есть. Если интересуют какие-то государственные программы, государственные льготы, опять-таки сейчас в сервисе госуслуг есть замечательная вкладка, как навигатор возможностей, через которые можно записаться на любое мероприятие в своем городе. Мобильная цифровизация в республике продолжится. Интернет и сотовая связь должны быть доступны каждому жителю вне зависимости от его проживания. Какие села в следующем году получат точки доступа, станет известно в декабре. Федеральная Минцифра утвердит соответствующий список. В рамках, опять же, программы «Устранение цифрового неравенства» было проведено голосование до 10 сентября этого года. Определены пункты, которые будут в первую очередь включены в реализацию программы. И до середины декабря Федеральная Минцифра утвердит этот список. То есть это будет на следующий год. К слову, региональная программа «Лесные пожары» тоже отмечена на федеральном уровне. Наша разработка – мобильное приложение для выявления возгорания и фотофиксации с воздуха уже внедряется в соседних регионах. Программа, можно сказать, уникальная. Она может просчитать поведение пожаров на 3 суток вперед. Татьяна Супряткина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.